Добрый вечер, дорогие подписчики Бюстик Хелма серии. Я вас приветствую на своем канале, который я вчера открыла. Меня зовут Киса Меденская. Мне очень приятно с вами со всеми познакомиться. Значит, на сестры канале, вот недавно мы на мое день рождения делали стрим, и там как бы много подписчиков просили, чтобы я открыла свой канал. Хотя я к этому давно шла, если сказать вам честно. Духание расселу уж просто дела мухи это дути. Как это будет со стороны, в смысле, чтобы не было там каких-то комментариев в том плане, что что-то там из себя возомнила, типаАсан наш докбу и что ногчи мот бьют, ногчи чумаре. Ну вот за все такое, что вот негатива будет много, скажем так, вот за это боялась. Хотя снимать там, что я готовлю, либо там в огороде, хозяйственные дела, там ремонт и все. Это все моя слабость, это все моя болезнь. Я давно этим занималась, и многие говорят: Кис, открой канал. Люди давно на этом зарабатывают деньги. Ну, как-то. Вот то, что когда сестра открыла, это, наверное, был толчок, скажем так. И, в общем, я на это решилась. Ну, пока что, может быть, камера не совсем хорошая, видео будет не совсем качественное, но это только начало. Будем над этим работать. Сейчас даже самое необходимое, что мне нужно для съемки, не могу купить, так как карантин, все закрыто, магазины не работают. То есть пока что так. Значит, дорогие мои подписчики, я хотела бы говорить на чеченском языке. Наверное, большинство будет у меня чеченцев. Но также будет много и другой национальности, скажем, которые только говорят на русском языке. Поэтому Бехма Биланш, когда наберем 1000 подписчиков, будем делать стримы, шуцание ногти мод бьючой, хазаир додалмула. А пока что я буду говорить на русском, так как многие просто меня не поймут. Когда был Хадижа стрим на канале, многие просили рассказать историю, то есть мою историю, как я попала в Чеченскую Республику, за который период я, скажем так, научилась говорить на чеченском, ну и так далее. Людям интересно это было. Значит, ну, наверное, я начну, раз это мое видео, начну я с самого-самого начала, как все это было, как был мой путь. В общем, в 94 году отца нашего, Даге Штойцун, Велла из Хошохал аварии. Погиб он в страшной аварии. Отец наш работал в милиции. И в 94 году, значит, ему было дано два варианта. Либо на Чеченскую Республику, 94 год, как раз это была первая Чеченская война, либо сначала Ростовской области, наконец другой Ростовской области, то есть с Матвеево-Курганского района, а он граничит с Украиной, в Зимониковский район, там уже рядом Элиста, как бы тоже конец Ростовской области, скажем так. Значит, и он тогда приехал домой и сказал матери, вот так. На что мать сказала мне: что ты ответил? Он сказал: я в Чечню не поеду. Я не то, чтобы сказать, что я боюсь там или что-то. Я прекрасно знаю, что это нечестная война. А чтобы спустя время детям привезли меня в гробу, я этого не хочу. И отец выбрал другой вариант. И мы, значит, переехали с Матвеево-Курганского района в Зимониковский район. Сказать, что у нас был стресс страшный, это не сказать ничего. То есть иметь тыкш привыкать, это как кусок тебя оторвали. Чего там это гергер, родственники, учителя, друзья, подруги, то есть все родное было там, и вот как вот частичку души оторвать. Вот так тогда мы переехали со слезами.
И, кстати, вот что значит судьба? Судьба. От судьбы не уйдешь. Это однозначно. Здесь даже с судьбой не поспоришь. Я плакала вот такими слезами. Я говорила, я не хочу ехать туда. Там много чеченцев, я их терпеть не могу, я их ненавижу. Хотя я даже не знала, вот там мы когда жили в Матвеево-Курганском районе, я даже не знала, что такая нация вообще есть, скажем так. Ну, то есть у нас там в нашем районе жила для семьи, вот я помню, женщина была куржана, она работала в магазине. И, кстати, с Ацунджуа Духиезер, Суна Иезер, у нас была с ней взаимная симпатия. И она часто, я со школы шла домой, а она шла с работы на обед. И мы зачастую с ней шли вместе. Мама мне давала деньги, я там в магазине через очереди проходила, как-то обманывала людей, ну, чтобы скупиться и быстрее домой. В то время не было, как сейчас, полные полки, все было по талонам. Она всегда меня так хлопала по руке и говорила: «Эй, я дочь, так я бессовестная, ты наглая, ты, ну, шьен ходух езела, молодец ты, пробивная девчонка». Ну, вот мы с ней так дружили. Ну, конкретно, ногчу бой, то, что они чеченцы, конкретная нация, вот этого. Ну, я была ребенком, мне было всего 10-11 лет, вот так вот. И, значит, в моем понятии тогда, когда мы переезжали из Маниковский район, не было там чеченцы, женщины, мужчины. В моем понятии было это страшные мужики. Страшные в каком плане? То есть здоровые, черные, бородатые. Ел Харсон, Цаляцевья. Вот. Ну, приехали мы туда, конечно, много слез, много разочарований. Само место мне очень не понравилось, так как там, где мы жили, в Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, более вот зеленое место, да, скажем, там земля черная, ну вот как-то, а вот в Маниковском районе, там в основном поля, вот люди отары держали, овцы, ну все такое вот, земля как бы как желтая, то есть как глина была, вот такая земля, ну как-то все это, как будто, вот, знаете, другой мир перекинули, вот такое ощущение было, мне очень сильно не хотелось там вообще находиться, жить, существовать. Я плакала часто по ночам. Ну, потихоньку все это прошло. Стали привыкать, пошли в школу. Потихоньку появились друзья, подруги, товарищи, учителя, ну и так далее. То есть вошли в ритм, скажем так. Вот. Потом, значит, а отец, он, работая в милиции, в то время же начал знакомиться с чеченцами, у него было очень много друзей, и он нашей маме говорил: «Да я мадик нахуешь, мадик законю тебе, зут уляхлаться ху за столом, жены рядом не бывает». Вот я в гости приехал, он что-то по-своему сказал, жена пришла, быстро на стол наставила всего еды, он опять что-то сказал, футь пулей, нету ее. Вот молодцы люди, вот закон хороший, вот уважаю я чеченцев. Отцу это понравилось. Он в силу того, что был донской казак, тоже он был с ноги, вот, несмотря на то, что у нас отец был донской казак, ну, скажем, он не чеченец был, мы никогда с отцом не садились за стол. У нас это было, ну, как бы, когда какой-то праздник там или куда-то собирались, да, а вот повседневные дни, у него отдельный стол, ему мы должны были принести все, еду наставить, он с нами был строгий. Вот этих любезностей, как есть у русских, там, тю-тю-тю, по-тю-тю, этого не было вообще. То есть в этом плане было все строго. Многие мне говорят, наверное, поэтому тебе немного легче было среди чеченцев, то, что уже в семье было, ну, строгость, скажем так, в этом плане. Значит, потом я познакомилась, у нас, значит, напротив нас жили чеченцы и рядом жили чеченцы. Напротив, по-моему, Шейлербер, Шалени, по-моему, были. Атхон Улля, Хосиуртер, Инси по сегодняшний день я с ними общаюсь, да, по сегодняшний день. Дель Уранер, Саижри, Сандух, Мобиесу. Как сестер своих я люблю, уважаю, мы знаемся, общаемся, я к ним езжу. Они вот должны были приехать, собирались мы в мае встретиться. Шашлыки, аж посидеть хотели, все это. Ну вот в связи с этой ситуацией, как бы, как оно там будет, я не знаю. Ну, да, один на ходу, все будет нормально, встретимся еще, в общем, все будет хорошо.
Но вот что я хочу сказать. Я подружилась с этой семьей, и я стала замечать, что я привыкаю к ним, я уже не могу без них жить. То есть мне очень было странно поначалу то, что вот они были маленькие, их было 4 девочек, 2 двойняшки и 2 поменьше девочки, 2 сестры. Мать их ездила на рынок торговать, она тогда халаты продавала, платки, ну вот такое все. А они постоянно гукдеш хлор и ари. От суки постоянно. Вот у них как было? Они делились там, например, у одной там кухня-коридор, у другой готовка еды, у третьей там зал и спальня. То есть у них были разделены их обязанности, и они каждый занимался своим делом. И от согул, где шняте нан базарец ич довдешхалар, со инзоре цецялар, веой дел улях не торсом. От согул, ни на минуту они не сели, и мать приезжала, она все равно находила сделать замечания, могла кричать, ругаться. Я просто смотрела на нее с такими глазами, я просто не верила. Ну как так? Девчонки так старались, столько делали. Гей! Нис дерн дворцуа. Ишт лело биеш. Богинс Мария Бан. Дик зудрихал, шай Мария Ашпо. Поэтому ее надо очень даже с детства воспитывать правильно. Никто не умер. Ни я не умерла, никто не умер, ни моя мать, ни мой отец, никто не умер, и они не умрут. В общем, я стала замечать, что я очень сильно к ним привыкла. Кстати, вот именно в тот момент, мне на тот момент было 12 лет, я раз и навсегда отказалась от того, что было в той жизни, еще в свои 12 лет. То есть свинину я вообще не ела и не признавала все, что с этим связано. Мне нравились их законы, мне нравилось то, как они молятся. Я стала учиться молиться. Я стала учиться чеченскому языку. То есть я могла вечером написать там на 2 страничках слова там по-чеченски, например, соль, тюх, песок, сахар, шекер, там, например, трава, буц. Ну, вот все это слово, перевод на русском. И уже на утро я эти слова знала. И потом, когда они в разговоре употребляли эти слова, я уже связывала. Идар, да, это значит было то, значит, все, и бог, шелчи, значит, предложение уже начинала составлять предложение. Мама меня ругала, говорила, английский не хочешь учить, а чеченский как быстро начала учить. Я говорю, да, я в Англию ехать не собираюсь. Ну, в общем, вот так вот привыкла к ним, сильно сдружились. Зачастую к ним с точек приезжали чеченцы, ну, там, дальние родственники, односельчане или просто чеченцы. И многие спрашивали, вона харю, ашукер тахмаю да им. Хашугер, говорю, Лемилю, кто она вам такая, она постоянно у вас. Так, церда, алар, это моя 5-я дочка старшая, шутил он так. Ну, вот так вот и дочка, вот так вот мы и привыкли. Вот так вот и отношения по сегодняшний день, как к дочке, действительно. И по сегодняшний день и Гергалу лила, что до Аламугла, лила, что до конца моих дней, по крайней мере. И вот по сегодняшний день мы знаемся, поддерживаем отношения. Вот даже недавно я была у них в гостях, ездили мы с дочкой младшей, значит, со Шибюсяяхком. Я собралась домой ехать, переночевала, погостевала у них. Очень хороший был прием, ну, как всегда. И, значит, когда я собралась ехать домой, женщина, к сожалению, я не могу назвать ее имя, этой женщины, потому что ее имя, как у моей старшей заловки. У нас заловок по именам не называют, поэтому я вам не могу произнести ее имя. Но для меня она как 2-я мать. Я ее люблю как свою 2-ю мать, эту женщину. И можно я буду называть ее просто словом женщина. Это женщина, вы поймете, о ком идет речь. Но не могу я назвать ее имя.
Значит, она мне сказала, мы как раз она говорит, Кис, мы как раз едем в Аргун скупиться, там картошка закончилась, все такое. Мы как раз тебя в Грозный на минутку на вокзал завезем, а оттуда поедем по своим делам. Ну хорошо, меня это устраивает, как бы. Я была очень рада даже, раз так. Завалили меня подарками, столько всего нам надарили, как всегда, полные сумки. Мне было очень неудобно, но просто я говорю, я же к вам не за этим езжу, просто приезжаю повидаться. Она даже слушать никогда не хочет. Ты мне как дочка. Ты мне как дочка. И, в общем, приехали мы на минутку, встали с машины. Она хватает эти сумки и тащит мне туда, а прилично нужно было пройти на «Газель». Я ей говорю, оставь, не надо, мне действительно было неудобно. Но она женщина в годах, мало того, что принимали хорошо, мало того, что столько надарили, еще даже она мне тащить. Я говорю, оставь, говорю, я сама отнесу. Нет, дайла. Она сотергивается и отнесла сумки туда, к «Газели». Я сумки потом поблагодарила ее, сумки в «Газель» поставила, пока дочка была маленькая со мной, ее усадила, поворачиваюсь, смотрю, она уже за билет деньги отдает. Я говорю, хайдейлду адарвайн, сукиори отсон, я говорю, я больше не приду, я моя действительно, ну я сукьет, все, загылка ложь, но все равно неудобно же бывает, вот, я понимаю, она со мной просто хочет мне приятно сделать, но бывает, чувствуешь себя очень неловко. Киса или человек. Мадица, Адита не стал меня в такое положение. Дейл Урана Шенха, Йоасан Махет Шенха, родной Йоасан, дух мой Есу. Митчайна в любой момент, как к себе домой ты можешь приехать. Вот, в любой момент ты можешь приехать к нам, как к себе домой. И быть сколько хочешь. Ты для меня, как старшая дочка, я тебя так люблю, не меньше, чем родных дочек. В любой момент, это дом твой тоже. Мне так, я заплакала, мне очень это стало, это меня затронуло, действительно, это очень, просто я сколько лет прожила с ними по соседству, столько у нас всего было, столько эти люди для меня сделали хорошего, полностью, ламас, да, амаш, ногчемот, амаш, некоторые дела, много они для меня сделали. Уже «Газель», вечер, уезжала «Газель», и она попрощалась, да, гармараю, так она меня обняла, я заплакала, и она говорит, ты кто тогда, или рассун, я юсурю, уже базар закроется. И да, вечер, «Газель», чекури, ой, елых шерсту, мне до того было обидно, не обидно, приятно, и то, что вот, это не объяснить словами. Эти люди, я говорю, мы можем не видеться месяц, два, три, мы можем не переписываться недели, две, три, но эти люди у меня в сердце, эти люди в моей душе, эти люди навсегда мои родственники. Пусть не по крови, но эти родственники мне роднее родных. И, значит, потом в 94-м году, нет, в 96-м году я познакомилась со своим мужем будущим. То есть он приехал к своей сестре, Тхаюрта Тхамерища, в то время она жила у нас в селе, со школы Лилче в 9 класс, а он в автошколу учиться приехал. Вот так вот познакомились, общение и так далее. И, в общем, 2 года мы общались. Как бы в этом плане, насчет этой темы, я не буду многословно, почему? Потому что в Чечне много моей родни, знакомых, всех таких, скажем так, хаздати, то уж дати, одним словом. Многие меня поймут. А заловка моя, которая там жила, она часто приходила в гости к вот этой соседке Хоси Юртеры, к ней она часто приходила, они общались. И та ей говорила, что она услышала, она спрашивала меня, молодец, да, им с моими девчонками все время она играет, тут они разговаривают, вместе бывает, и она все время, это гадаем, шакерта, шагух, деш, хорошие слова говорила она.
мой адрес, скажем так. И вот так потихоньку, потом наступил 97-й год, ну, уже был тогда период, что должны были его забрать в армию. И в связи с тем, что обстановка была в стране нестабильная, Чечня война шла, то есть в то время, если чеченцев с России забирали в армию, то еще есть борщ, хозяин сам издевается, говорит, чтоб его здесь по месту прописки в России не забрали в армию, хамана, в то время это было. Частые случаи были такие. Но, скажем так, она временно его сюда привезла, скажем так, в то время ни почты не работали, только до востребования, ни телефонов не было, скажем так, коротко, в 2-3 словах, для меня это была маленькая смерть. Но опять-таки, я не все могу говорить, но вы меня поняли. Значит, вначале я очень сильно опустила руки, я не переживала за это все, как. Люди ведь очень злые, люди много информации такой вот. У тебя ноги вытерли, еще нашу короче. Ну, вот все такие разговоры, они никогда в жизни не женятся на русских, они только на чеченках и все такое. Но вот эти разговоры, то есть не оставили мне ни одной капли надежды, на что вот эта соседка, которая с нами рядом жила, она мне говорила, самогатня, Шадик Дикхардон, сестра его, хорошего мнения о тебе. По ихнему разговору. И в то время я ходила в 9 класс, полностью у меня пропало настроение к этой жизни, ко всему, никакого веселья. Школа, дом, просто так вот существование было. В то время уже в школе елок лила раз в то время. Мне было всего 15 лет, я была в 9 классе, ну как на уроках я, конечно, его снимала, а на улице мне казалось в то время, будто я неверная, что ли, или предала его, но вот так вот мне казалось, а вот заборш и вот такие там, это вообще, это даже не рассматривалось, вот как сейчас, да, молодежь, там по 3, по 2 телефона, друг другу не доверяют, по 5-6 страниц, это ягодаться. Из вообще, я не знаю, настолько преданного, верного человека, наверное, собака не будет такой, как я тогда ждала. Ну, и, значит, потом, спустя 2 месяца, 3, значит, я познакомилась с его сестрой, то есть с моей заловкой. Мы стали тоже общаться. Она к нам приходила, я ходила. Ну, мы подружились, они у нас в селе жили. Потом у меня был выпускной. Ну, в общем, она часто уезжала домой к себе, к родителям. Они там жили от нас, ну, скажем так, километров 60 расстояния. И вот в один день, как всегда, я со школы пришла, очень сильно устала, у меня не было настроения, и кто-то постучал в окно, и я смотрю, ее сын стоит на улице. Я вышла и говорю, ну что, верил, тебя мама зовет, он говорит. До такой степени что смогло случиться, что она меня зовет. Я знала, она уехала, ее 2-3 дня не было дома. Я к ней забегаю уже от нетерпения узнать, ну, что случилось. Ну, может, некоторые меня осудят в этом плане, скажут, Мэри Щелча, хоть она не была тогда, Лил Щерова в том плане. Но, во-первых, начнем с того, что я тогда и не знала этих законов, инцам оселелар дацер, но вот тогда же я не знала, как уж, простите меня за это. И она стоит, улыбается там, ну, муж ее, и он так пошутил, говорит, ну все, ты теперь наша. И я так удивилась, на нее смотрю, на него не пойму, в чем дело. Она говорит, пусть она хоть присядет, а то у нее сейчас сознание потеряет. И она налила нам чай и говорит, вот так и так, я была дома, я опять родителям про тебя рассказывала. Я рассказывала о том, что соседка, о тебе какого мнения. Я и сама тебя узнала и полюбила, хорошая ты девушка.
Вот в один момент, когда мы с матерью за столом сидели, отец помолился, вышел из комнаты и сказал, ну вот, у нашего свекра в то время умер брат, и если умирает близкий, то год жениться нельзя. И вот, например, в феврале должен был исполниться год брату, и вот он говорит, это где-то было, к примеру, в декабре, в ноябре, может, вот брату будет в феврале год, если после того между ними отношения не испортятся, ша против вас, я не против, я уже в годах, мне уже скоро умирать, я знаю, я и людей послал, я узнал, что она за девушка, и ты рассказываешь, я полностью навел о ней справки, о ее семье, от А до Я, сорезву отцом, полностью. Я не смогу их разлучить, зная о том, что об этих отношениях, зная это, я просто на своей старости лет не смогу взять такой грех на душу, их разлучить. Если к тому времени все будет так, как сейчас, я не против. Но свекровь вообще удивилась, у нее, говорит, ложка с рук упала, она очень сильно удивилась. Ну, вот так вот, благодаря ей, благодаря тому, что она помогла родителям, рассказывала обо мне, все только хорошее. В общем, 30 апреля 1998 года я вышла замуж. 25 апреля они за мной приехали, значит, мы сделали свадьбу и там, и здесь. У отца много было чеченцев знакомых, многие чеченцы приехали, накануне сказали, вот, проводим как положено, приедем на машинах. А вот в селе говорили, что я лауреация, Ли еще в жизни я лауреат, они только на своих женятся, он у нее никогда в жизни не женится. И вот эти чеченцы говорили, что пока доказать людям, что мы ее забираем, что она теперь наша, что мы взяли ее, мы красиво сделаем, вот этот день сделаем красивым. А тогда ни салонов не было, вот этих, ни парикмахерских, ничего. И, значит, невесту наряжала меня сестра моя родная, вот Хадижа. И я как сейчас помню, я сижу, она меня прическу делает, все такое. Я все время спрашивала, ну посмотри, машины есть там? Ну, она говорит, киса, людей столько. Я не знаю, я в своей жизни не видела столько людей, сколько собрались у нас сейчас за двором. И для меня это было очень приятно, но волнительно, то, что гордость терса вот перед ними. А вот видите, вы говорили, а нет, вы были неправы. Я достойно доказала, что я достойная девушка. И в один момент она мне говорит, киса, ты не поверишь своим глазам. Вот смотрела на окно, я говорю, что там случилось? Она говорит, с чеченским флагом машина приехала. Я говорю, да ты что? Да, ну в общем люди все были в шоке за двором. Вот как вот, если, например, Вейгенцок, Нохчи закончила, Йо Амарьевич, Лаузер Дирдац. Но там из-за того, что уважение к моей семье, к моим родителям, ну, им же не понять было в то время, приехали, просто забрали, да, им тоже хотелось маленького праздника, то уважение к отцу моему, они лоузер сделали, там танцы были, ну, в общем, с чеченским флагом, впереди чеченский флаг ехал, сзади нускал везли, в общем, хаздадерзая, на елка. Вот эти соседи, которые жили с нами рядом, Хоси Юртарниш, они очень сильно помогли, очень сильно, много там этих деталей всего. Халза моя, тяжелое время было, Ельцин в то время был, зарплаты не давали, нормально. Отец на пенсию пошел, пенсию по 2-3 месяца не давали нормально, чтобы мама-то и не работала, чтобы скупиться там, да, собрать меня как положено, даже это базар, модель дищи в то время, не было возможности такой. Ну, вот так вот в 98 году я приехала в Ведено. Для меня, конечно, все было очень странно, все было очень, все новое. Очень тяжело было прощаться с родителями, с сестрой. Там, чем Ятарсон, первое время все, ну, очень красиво. То, что мне понравилось, все это природа, зелень. Все было очень-очень красиво, я просто не могла налюбоваться.
Но зудятер. Зурт шорт, аму ешь. Очень много чему надо было учить. Я сейчас как себя вспомню, мне самой за себя стыдно. Стыдно в каком плане? Элементарно. Ну, когда дицу даться, когда дицу ешь даться. Элементарно. Например, в дверь мужчина заходит, а женщина, например, собралась выйти. О том, что женщина должна отойти, этого мужчину пропустить, и дацар, и сунцахар. Очень много таких моментов, за которые мне сейчас думаю, и молю, как я могла, это же некрасиво было. Это. Ну, я просто не знала, 16 лет мне было, я не могла ничего не готовить, ничего не могла делать по делам, там, убрать, подметать, вот это я могла, но вот такие вот дела, вот, да, вот все равно. Тонкостей же много, их очень много, их очень и очень много. И вот свекровь, она сделала из меня женщину. Да, она сделала из меня не то, что она из меня сделала женщину, вся семья, они сделали из меня другого человека. То есть я полностью, если, например, даже бывают такие моменты, что чеченцы уезжают за границу, да, там они меняют место жительства, там это язык, но они остаются в своих семьях, они могут говорить на своем языке, они живут со своими семьями. А я, это равносильно тому, что мне пришлось умереть и заново родиться. Все с нуля полностью все с нуля. Да, мне было очень сложно ко всему этому привыкнуть, войти в ритм, подстроиться под них. Для меня вот этот момент был очень важен, чтобы никогда в жизни во мне, чтобы не произнес такое слово, и он реально тясло. Бешца амина, ты детей не научила ничему. Бешха нохчему цаха, лил цаха, гукда цаха, Иоанн, хуна цаха. Вот чтобы он мне этих слов не произнес, я детей с самого детства, у меня их нет там, жалости, тюти-пусти, у меня все время сын и дочка заняты чем-то, делом во дворе, если это лето, весна, осень. У нас постоянно какие-то работы идут, что-то мы делаем, что-то мы перестраиваем, что-то мы переделаем. И этот вопрос даже не обсуждается. И поэтому на эфире у Хадижи, когда некоторым было странно, что я так жестоко это сказала, и одна женщина написала, киса, наверное, тяжелое было замужество, раз она так вот. Понимаете, дело в том, что... Как бы сказать правильно, не потому, что замужество у меня строгое, потому что мне попалась именно эта семья, то, что они там плохие, нет. Это бы меня ждало в любой чеченской семье. То есть нужно соблюдать. Раз я пошла на это, раз я сказала, я буду соблюдать. Как вот мне мама говорит, Киса, ты не сможешь, у них тяжелые законы, но ты к этому не привыкла, ты просто не сможешь. Нет, я смогу. Я все сделаю, чтобы вас не разочаровать. Я смогу, я постараюсь изо всех сил своих. И мне казалось в то время это сильно строгим, сильно тяжелым. Почему? Потому что я этого не знала. Здесь даже чеченкам очень тяжело замужем жить, очень тяжело, законы очень тяжелые. То мне было вдвойне, втройне тяжело, но я ни о чем не жалею. Я дал Муабусу убьюсу, это самое главное, это что самое в первом и главное для меня. Второе, и не в том плане, чтобы вы не подумали, не в том плане, что я там не хочу русскую сыну, что я там ненавижу русских или это. Нет, не подумайте, это совсем не так. Дело в том, что я знаю, что это очень тяжело. Это просто этого рассказать вам, просто русский человек, он этого не поймет. Сколько бы ты ни рассказывал, они не смогут это понять. Это нужно прожить, пропитать, как промокашка пропитывает, да, подсолнечное масло. Вот так этим нужно. Я этим людьми, я ними впиталась. У меня это все уже, можно сказать, в крови. Я по-другому жить уже не смогу никогда в жизни. Если меня сейчас увезти, забрать с Чечни какое-то другое государство, убрать этих людей вообще полностью, я буду как рыба без воды. Я другой жизни для себя не представляю на самом деле. Это мое,
это моя жизнь, это мой рай будущий. У меня прекрасная семья. И воспитали меня, да, многие псалькису воспитали в духе настоящей чеченки, да, воспитывали. Свекр запрещал мне говорить по-русски. Вначале для меня это было очень обидно. Почему я ему говорила, да, цаха и бит, если я неправильно скажу, люди будут с меня смеяться. Он сказал, кто будет с тебя смеяться, в моем дворе места не будет, даже если это будет мой сын или дочка. На ошибках учится киса. Если ты не будешь по-ченски говорить, ты не сможешь научиться. И, как-то говорит, был спорный вопрос. У нее было много детей. Инзаречь о дикзудерба. Она очень была хорошая женщина. Тезечка, дикнявоня, но ногчи моца бийца. И он говорит, в день ее похорон, у нее было много детей, хаз ногчи, энти, зудри, хаз, семья. И в день ее похорон там какие-то ходили разговоры, да, вот он воймоца бийца, вот. Какие-то были, да, вот, и цахили там, чтобы вот этого не было. Сонч, Оля, Аркиса, я от тебя только требую 3 главных. Если ты хочешь жить с нами в нашем дворе, 3 условия. Это первое, ламаздар, это даже не обсуждается, молиться, ногчи мод бийцер, и вайгылк шдой, а там гук цадина, или там что-то там неправильно, кастрюлю помыла, или невкусную еду приготовила, это я не хочу обсуждать. Это женщины по ходу учатся, по ходу. Не все сразу знают. По ходу всему научишься. Зуд сразу хлущаться, всему научишься. И вот за счет того, что он был строгий, у него был не только со мной строгий, он был строгий со всей семьей. Да, они меня полностью приняли. Они мне показали мир с другой стороны. Я стала мыслить, думать совсем по-другому. Ну, а теперь у меня взрослые дети, я уже состоялась как женщина, я все знаю, все могу, не хуже других, я этим горжусь. Ну, вот как-то так. Вот это вот было мое первое видео, вот это обращение было. Такое, немного вкратце рассказала, ведь скажете немного, ты уже целый час. Но вот основное, да, что какие вопросы задавались, вот что людей интересовало, как бы я рассказала. Далее, как наберем 1000 подписчиков, будут стримы, будут прямые эфиры, там будем общаться, будете задавать вопросы. Ну, канал мой будет такой вот на разные темы, то есть у меня будет и готовка еды, у меня будет там и ремонт, у меня будет там в огороде, так как я люблю огород, у меня малины во дворе много, я занимаюсь малиной. Закрутки очень люблю, очень много делаю, вот эти банки, все. Это все моя болезнь. То есть будут различные видео, на казино, природу покажу, в общем, все. Ну вот как бы вкратце я рассказала. Адиквешу, массе, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.